21 января 23 года некий ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, в Швеции. По этому поводу я бы хотел бы сказать пару слов. Кто такой Расмус Полудан, нам сообщает украинское издание, ссылаясь на Twitter Expression The New York Times. Давайте послушаем их версию. Что же произошло? Акцию по сожжению Корана в Швеции оплатил российский агент влияния, сообщает 22 числа украинское издание, ссылаясь, опять же, на Expression The New York Times. Россия ведет подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении в НАТО. Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Паладином оплатил журналист и ведущий канала правой партии шведских демократов Рикс господин Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и, вероятно, является российским агентом влияния. Источник Twitter Expression The New York Times. Еще в 2018 году Expression опубликовала в своей передовице текст полемиста Патрика Оксанина, который назвал газету «Нюхетер и Даг», в которой работал Фрик, назвал одним из путинских лакеев. Оксанин приводит несколько доводов. Один из его аргументов: российское государство заплатило за скандальные репортажи Фрика из Москвы. В своих статьях Фрик призывал к российскому вторжению в Швецию. В 2019 году партийный журналист и вовсе заявил, что между Россией и некоторыми шведскими правыми СМИ существует небольшой заговор. Кроме того, один из авторов шведской ультраправой газеты, подозреваемый в финансировании теракта против Венгерского культурного центра в Украине, писала газета New York Times. Паладин 15 января заявлял шведским СМИ, что больше не намерен приезжать в Швецию для сожжения Корана, поскольку местная полиция не может должным образом обеспечить его защиту. По данным шведского гостелеканала СВТ, сжечь Коран перед посольством Турции в Стокгольме предложил Палудану шведский журналист Чак Фрик. Он гарантировал радикалу покрытие всех связанных с этим расходов. Фрик сообщил СВТ, что уплатил за разрешение на проведение акции. Министр обороны Турции Хулуси Акар в субботу объявил об отмене запланированного визита министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию из-за акций с сожжением Корана в Стокгольме. Напомним, 18 мая стало известно, что Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. Хельсинки и Стокгольм объявили о своем намерении присоединиться к блоку на фоне войны РФ против Украины. В этот же день Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Ранее Турция обнародовала требования к Швеции для вступления в НАТО. Я бы не обратил внимания на этот случай, если бы в этот скандал с провокацией от этого, ну скажем так, не очень умного политика Расмуса Палудана и его куратора Чанга Фрика, если бы туда не вмешивались бы чеченцы, если бы нас не привлекали к этому. Не случайно датчанин Расмусан Паладун поехал специально в Швецию для того, чтобы сжечь Коран перед посольством Турции. Он мог это сделать у себя в Дании. Но почему-то он поехал в Швецию и там перед посольством, турецким посольством в Швеции, а не перед посольством турецким в Дании, он сжег этот Коран. И вот газета нам приводит фактически доказательства того, что за этим торчат длинные уши русских террористов. А мы знаем, когда русские террористы начинают на что-то реагировать, значит они что-то затевают. И русские гладиаторы разных национальностей, к большому сожалению, кавказских национальностей, которые на потеху публики дерутся и тем самым популяризируют террористический режим ФСБ
и Путина сегодня, вчера начали заявлять о том, что они очень обеспокоены тем, что сожгли Коран. Эти господа мордобитцы не возмущались, когда и продолжается мобилизация на войну, на губительную, на смертельную войну для тех, кого туда мобилизуют, в Украину. По этому поводу мы не слышали их высказываний, мы не слышали от них резких высказываний в отношении Путина, ФСБ, Министерства нападения России. А вот здесь почему-то засуетились. И поэтому я на русском языке, чтобы меня поняли не только чеченцы, заявляю и призываю всех чеченцев: не поддавайтесь на провокацию. Да, это очень страшно для любого верующего человека, даже не для мусульманина. Это богохульный поступок. И это делалось для провокации. И мы должны понимать, что на провокации мы не должны поддаваться. Мы должны понимать, что нами хотят манипулировать. Этот человек жег именно перед турецким посольством, именно когда возник конфликт о вступлении Швеции в НАТО. Но Турция почему-то против этого. По небольшой такой причине, связанных с курдами. И наоборот, Швеция, которая заступается за курдов, должна выглядеть для нас примером. Потому что сама Швеция, которая не имеет отношения к сожжению Корана, она заступается за курдов, несмотря на любые политические убытки, которые она может нести. А возвращаясь к датчанам, я могу сказать, Данию я, как чеченец, помню по Международному датскому Красному Кресту, который помогал нам, чеченцам, во время геноцида фашистской России над нами. Именно такой я запомнил Данию и помощь Дании, потому что это была такая дорога жизни, которая дала многим чеченцам возможность выжить в это трудное время. И гуманитарной помощью, и помощью правозащитников, и медицинской помощью. А сколько и в Дании, и в Швеции чеченцев нашло приют, знает об этом вся чеченская диаспора в Европе. Да и в мире тоже. Поэтому не поддавайтесь, друзья, на провокацию. Провокаторов будет много, свои политические какие-то интересы. Русским нужно, чтобы Швеция и Финляндия не вошли в НАТО под любыми предлогами, для того, чтобы они почему-то считают это для них угроза, а Швеция и Финляндия, которые до сих пор были нейтральными странами и не вступали в блок НАТО, эти страны фактически теперь рвутся в этот блок. Не для того, чтобы нападать на Россию, а для того, чтобы не напали на них. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия.